врагами пусть схватятся в битве, когда уйдут старики. Как и сотни лет назад, здесь на вершине башенных склонов вновь оживают легенды гор. Они воспевают народ, что, став одним целым, отказался от правителей, тем самым дав толчок становлению своей государственности. Подлинный сюжет, который подтверждается историческими свидетельствами. У вас все достойно. Но есть одна сложность. Нет одного человека, с кем можно было решать наши братские вопросы, и который все решает. Наш кров не полон, пока на нем нет представителя рода Эги. В вашем присутствии мы о времени забываем. Момент становления. Именно так можно описать постановку «Эгигаст» в исполнении актеров Русского драматического театра. Ссылаясь на народные предания, они воссоздают историю ингушей, что, собравшись на совет старейшин у древнего храма Тхабаерды 3 дня и 3 ночи, пытаются избрать правителя среди лучших из них. И только на 4-й день, когда одеты в белоснежную черкеску, подпоясанную вместо ремня ослиной под грудой, Эгигаст приветствует гостей из Кабарды. Ингуши понимают, князь нужен им не больше, чем ветру уздечка. Не будет у ингушей князей, но будут у нас эсгихонги. Стойкость, смелость и вера в светлое будущее. В своей постановке Микаил Базоркин отобразил не столько историю ингушей, сколько мудрость народа, сумевшего сохранить демократическое устройство своего общества. Показать его в полной мере помогли живые декорации, говорит Ахмед Ильянов. Именно он так искусно сыграл героя Газда, чей облик вдохновлен самой горной природой. Но репетировать у себя там на базе, на равнине, будем говорить, это одна история. Приезжать сюда, здесь репетировать в атмосфере древневековых башенных комплексов, это совершенно другая эмоциональная составляющая. Наверное, все-таки это история, которая должна иметь за собой продолжение. И вот этот пласт истории нужно поднимать и реанимировать. Как и десятки других постановок, Эгигаст призван достучаться до самых отдаленных уголков человеческой души. Здесь, на вершине гор, где еще сохраняется атмосфера самобытности, сделать это оказалось куда легче. Ожившей историей вдохновились все театралы, в том числе Магомед Башираушев. Мне очень интересна, конечно, сама идея обращения к вот этим историческим примерам героизма, мужества, благородства наших предков. И то, что он ставит эти постановки вот в этих исторических местах, где эти события происходили, вот эти башни, которые остались с тех времен, они помогают воссоздать дух той эпохи. И действительно, в этих постановках сама жизнь предков, с ценностями, которые помогали им выжить и сохранять то, что было дорого. Эта история не закончится на одном лишь Эгигазде, легенда Ингушетии. Проект, инициированный Микаилом Базоркиным, включает в себя 5 блоков из различных спектаклей, которые так или иначе унесут в прошлое. Будет «Паспорт», тоже моя пьеса, моя постановка. Это история депортации, но снивелированная с уровня узконациональной трагедии до общегосударственной трагедии. Вот такая подача. Вот. И в следующую субботу у нас в Эгикале будет 2-я часть из «Маньяков». Умело раскрыть всю палитру красок ингушской событийности, уделив особое внимание этикету и предметам быта. Идея, зародившаяся еще в начале года, стала реальной благодаря поддержке Министерства культуры как России, так и Ингушетии. Она, как надеется автор проекта, продолжится и по окончанию года театра. Была идея создать вообще, это очень давно все происходит, театр Адата, театр этикета, потом вот здесь начали фестиваль этикета, к этому подключились наши соседи из других республик, им тоже стало интересно, да, где-то это уже практиковалось, прежде в другой форме, да, мы никак не дублируем друг друга, вот, но в иной. Потом родилась идея создания фестиваля этикета сначала ингушского, потом уже общекавказского и, может быть, даже международного. Каждая новая постановка для актеров театра – это новые ощущения, новый смысл, вложенный в сюжет и огромный опыт, бесценный. Они получили его и благодаря легендам Ингушетии. Жирада Кулкоева, Асхат Белакиев, Новости 24.